Вы в эфире. Нажимай кнопку. Появилось? А дальше что? Нажимай на эту прямую трансляцию. Появилось? Ладно. Секунду. Отодвинем. Отдай. Нажал. Саш, ну нагонись. Нормально. Просто... Музыка где звучит? Бангкок. Белтингеля. Я не вижу. Не вижу. Добрый вечер, там везде говорят. Ой, нас уже 24 смотрят. Добрый вечер, друзья. Просто у меня картинки на компьютере. Добрый вечер всем. Так, Горянка, Чечня, Лейла, я пришла. Спасибо, Макушка. Так, Дурка, привет всем, да? Здравствуйте, София. Добрый вечер, Лейла. Добрый вечер, София. Так, Юлия Исаева, добрый вечер. Всем добрый вечер. Эльбик Алиевна, Машуэль. Да, Машуэль. Так. Чечня, Deutschland, Биздикхель. Как раз смотрела ваше видео. Я резал. Так, Лизат Аспановна, добрый вечер вам, добрый вечер. Так, Танзила Индиева, я тоже сегодня с вами. Это хорошо. Алексей Махненко, здравствуйте, дорогая Лила, спасибо вам за вашу работу и труд. Ваши видео прекрасны. Продолжайте в том же духе. Огромный вам привет из Москвы. Большое спасибо. Так, это голос Ибрагима за кулисами, да. Так, София, сразу ставлю лайк. Спасибо. Лёка, ассалам алейкум, как вы? Валейкум ассалам, нормально. Хадива Шигурова, Лейла Сейтикхил, Хадал Букьёхельха. Это племянница моего мужа. Так, Нина Китаева, добрый вечер из Ставрополя. Добрый вечер. Так, София, я тоже смотрела старое ваше фото. Так, Халид Бештоев, добрый вечер, тетя. Вчера было очень скучно. Вы рассказывали свою жизнь про болезни дочери. Ну, в жизни все бывает. Добрый вечер, Халид. Так, Горянка Чечни, покажите Ибрашку. Да он у нас, его надо как-то в кадре поймать, специально не выходит в кадр. Чечня, Дойчлянд. Лейла, как вы себя чувствуете? Алхамдулилла, у меня уже все хорошо и нормально. На таблетках, но ничего. Самое главное, уже все могу делать. Ну, не в плане делать, а просто даже ходить. А то голова бывает такая тяжелая, что даже какие-то движения
бывают непонятные. Так, это Ибрагим здоровается со всеми. Как у вас дела? Спрашиваете, о чем будем говорить, чтобы я отвечала, мне будет легче. Так, Алексей Махненко, пусть выходит и прячется. В студию тебя просят? Нет. Не хочешь, да? Так, друзья, мне многие писали, почему я делаю поздно, просто без него я не справляюсь, а он только к 8 приезжает домой вечером. Чечня, Дойчланд, Алхамдулиллах, Мадик, Аллах, дик, Холит, Аллах, Машал, Дойхан, Диарес, Баркал, спасибо большое. Мне даже, наверное, лучше стало, потому что у меня такая мощная поддержка была, что вы все беспокоились, все желали мне здоровья, и, наверное, вашими молитвами тоже мне стало легче. Изира Будни, Чеченки, Леушка, Биздик, Хелга, расскажи, как себя чувствуешь, ничего не беспокоит тебя. Так, Изирочка, Биздик, Хел, умничка, ничего у меня сейчас не беспокоит, все хорошо. Алхамдулилlah, все нормально. Как ни странно, все нормально, все хорошо. Просто погода, правда, немножко промозглая, но все погоды хороши. Так, Маркова Анна. Ессентуки вас смотрят и любят ваш канал. Спасибо большое, Анна. Так, Лего Сити. Ингуши понимают чеченский язык или вы говорите на одном языке? Ну, у нас чуть-чуть, небольшая разница. В основном понимают. Езира Будни Чеченки. Как твоя мама? Спасибо, Езирочка. Мама сейчас, машала, хорошо. Евгений Панин, здравствуйте. Скажите, вы на фотографиях до брака без платка, а после свадьбы уже в платке. Это так по обычаям, до свадьбы можно без платка, а после обязательно? Извините, если что, мне просто интересно. Сейчас отвечу. Лейла, я так рада вас видеть. Ольга Коршунова, не болейте, спасибо. Оксана Баланюк. Вы мне очень нравитесь, спасибо. Ибрашка, сделай так, чтобы я не забыла про вопрос, про косынку. Хорошо. Так, Наталья Грачева, Лейла, какая вы добрая, приятная, теплая женщина, обожаю вас, спасибо. Езира Будни Чеченки, здоровья тебе и твоей семье, моя дорогая, спасибо, Езирочка. Так, если что, друзья, Езира Будни Чеченки, это тоже канал, тоже блогерша, зайдите к ней, посмотрите, если вас заинтересует, подпишитесь, пожалуйста. Лёка, вы такая милая, спасибо. Так, Танзила Индиева, всем добрый вечер. Кто не знает, Танзила Индиева, моя старшая дочь. Так, вот теперь я, наверное, отвечу на вопрос. Нет, опять вы пошли. Так, Амина, а у нас сегодня просто волшебная погода, такой красивый снег идет, даже в такое позднее время все на улице лепят снеговиков, Москва, правда? Так, Виктория Гузенко, здравствуйте, привет с Украины, очень вас люблю, большое спасибо. Ташина семейка, Наташа опять спонсировала меня, Наташа, 899 рублей. Рада вас видеть, спасибо, Наташа, как ваши дела? Я сегодня обрадовалась, увидев ваш ролик. Это тоже блогерша, моя подруга, так сказать, не знаю, напрашивались я, Наташа, к тебе в подруги. Тоже, если что, зайдите к ней на канал Ташина семейка, посмотрите, может, вас заинтересует. Так, Халид Бештоев, у вас чудесные дети, и сами вы очень добрый человек. Спасибо большое, Халид. Лего Сити. В советское время девушки-ингушки носили на голове легкие косыночки в виде повязки. Видно было, какие у них красивые волосы. Было красиво. Так, ну вот как раз пока комментарии мои. Нет, я вам отвечу насчет косынки. В советское время действительно... в то время девушки мало носили косынки. Сейчас, как сейчас, этого не было. Ибрагим Медиев, мама, не надо так быстро тараторить, читать. Нет, просто мне хочется быстрее ответить, быстро прочитать. А у меня же проскочат они. Или я их верну обратно. Тогда вот они не носились, как сейчас, может быть, это было связано со многими аспектами, конечно. Во-первых, доступа ко всем этим вещам, именно к религии, было меньше, чем сейчас. Изучались меньше, если честно.
просвещенных в этих делах было мало, и такой вот строгости, ну не то что строгости, известности такой не было, как что хоть и было, но в принципе вот в те времена, в мои времена, не обязательно, не все обязательно носили как-то косынки. Вот, ну вот не знаю почему, строгости такой не было. Хотя это неправильно, конечно, по нашей религии мы должны их носить со дня совершеннолетия девочки. Ну вот в те времена их не носились, но и не носились так. И поэтому я до замужества не носила косынку. Просто если когда-то куда-то на свадьбу или там куда-то в гости, лично я, да и многие так же, как и я, одевали полосочки такие, просто чисто, не знаю даже зачем это было нужно, повязка просто получалась. Ну, это сейчас уже на все это взгляды изменились. Сейчас, конечно, и до замужества носят косынки, и хиджабы носят уже, покрываются полностью девушки. Но это и к лучшему. Это уже делается, как нам положено. Просто тогда, как я же говорю, тогда не все знали. Так. Так, Ибрагим, я бы слушала твою маму круглосуточно. Так, Жанна Елисаева, да? Лейла, здравствуйте, добрый вечер. Наталья Исаченко, завидую вашим будущим невесткам. Всем бы такую свекровь. Ну, не скажите. Иртисница, Франция, добрый вечер. Этот голос можно слушать вечно. Спасибо, Ира. Так, друзья, вы меня извините, конечно, но не рекламировать их у меня не получается. У меня очень много блогерш, подруг. Иркис, Ницца, Франция, тоже канал, который я люблю. Зайдите тоже, посмотрите, если вам будет интересно, подпишитесь, я очень вас прошу. Ира, спасибо тебе. Оксана Баланюк, я вас дивлюсь постоянно, наверное, да, постоянно и люблю. Спасибо большое, Оксана. Спасибо вам всем спасибо. Действительно, у меня очень огромная поддержка, вы меня очень вдохновляете мне, вы очень нравитесь, все, что вы мне пишете, это вообще, я не знаю, у меня вот просто нет слов, я даже не знаю, что сказать. Огромное всем спасибо. Так. Марьяна, привет из Беларуси. Спасибо за канал, очень жизненно. Первый канал настоящий. Снимайте, мы вас любим. Мы вас полюбили. Спасибо, Марина, большое. Огромное всем спасибо, еще раз повторюсь. Так, ну пока вот нет комментария, у меня был вопрос, и я сказала, что отвечу в ролике, может быть, и в прямом эфире отвечу. Юлия Исаева, смотрю вас не так давно, расскажите, у вас большое хозяйство. Сейчас Евгений Панин, как вы думаете, вы будете строгой свекровью? Ну, я чуть-чуть была свекровью, вроде бы не была строгой, но все равно не понравилось моей невестке. Жанна Ильсаева, Лила, спасибо, что показали фотографии. Не за что. Просто меня очень многие просили, чтобы я их показала. Я как-то потихонечку шла к этому. Просто я не люблю много фотографий, у меня очень мало, да и то, что есть, вы же видели сами в плачевном состоянии. Но все-таки вот мы сделали такой небольшой обзорчик. Хозяйство у меня небольшое. Просто было время, что у меня было большое хозяйство, были огороды, было все. Но по стечению обстоятельств у меня все это сократилось. У меня вообще не было 3 года ничего, никакой живности. Ну, вру, кроме одной коровы. Так, Ира, так, Иркисница, Франция. Согласна с вами, очень душевный ролик получился. Так, согласна она с Жанной Елисаевой. Очень душевный ролик получился, смотрела на одном дыхании. Я сама с этого ролика чуть-чуть поплакала, конечно, была тронута. Давно-давно не смотрела фотографии, особенно старые. Так, Ира, ставим лайки, друзья, нам не трудно, Леле приятно. Спасибо, Ира. Ты на одном дыхании, Танзила. Не знаю, что-то меня... Я волнуюсь, когда бывают прямые эфиры. Так, Елена Тимошенко, расскажите, пожалуйста, о пенсиях. Мария Бакан, добрый вечер, здоровья и благополучия. Спасибо вам тоже. Так, Лариса, добрый вечер, уважаемая Лила, привет из Ростова. Ваше видео как сеанс психотерапии. Я вечером включаю, смотрю и спокойно засыпаю. Не потому, что неинтересно, а потому, что они успокаивают.
Спасибо. Вам тоже спасибо огромное, Лариса. Насчет пенсии, что сказать насчет пенсии? Какие пенсии, что? Иса Жидов, Масняр Светик Хелшин, Нухяхов. Так, ну она поздоровалась на нашем ингушском. Добрый вечер. Ну вот уже она сама и на русском написала. Ольга Рыженкова, здравствуйте. Почему с вами живет деверь? Это больной вопрос. Ну, отвечу я вам как-нибудь, наверное, я не помню. Мария Бака, добрый вечер, здоровья и благополучия. Как бы корректно так ответить, чтобы и вы поняли. Мой дилер не может жить самостоятельно просто. Друзья, и он живет со мной. Я надеюсь, вы меня поняли. Лёка, Лейла, извините за нескромный вопрос. Сколько вам лет? Мне 53 года. Скоро будет 54. Будем праздновать в Новом году. Если доживу, конечно. Так, Жанна Исаева, Лила, я тоже успокаиваюсь после ваших роликов. Спасибо большое. Нет, вы меня не обидели. Все нормально. Да, Танзила, тебе будет 34. И это не ужас. Ужас 54. Так, уют в доме Эмили. Добрый вечер, Лейла. Добрый вечер. Добрый вечер, Эмили. Как твои там дела? Тоже подружка моя блогерша. Зайдите и к ней. Уют в доме Эмили. Мотивашка наша. Так, и да, Лейла, вы просто красотка во всех смыслах. Спасибо большое. Алёка, Маша, Аллах. Тандила Индиева, у нас последние цифры совпадают. Да, 20 лет разницы между нами. Татьяна Шарина, добрый вечер. Вас приятно слушать, смотрю с удовольствием. Спасибо огромное, Татьяна. Алексей Махненко, куда вы от нас денетесь? Мы вас так просто не отпустим, потому что мы вас любим. Спасибо большое. Так, Алексей, это Алексей или ник мужа обычно? Как мне обратиться к вам? Виктория Гузенко, очень нравятся ваши рецепты еды, особенно курочка в духовке и лепешки с тыквой. Спасибо. Жанна Елисаева, Лейла, вы очень красивая и умная женщина. Спасибо, Жанна, большое. Уют в доме Эмили, как самочувствие? Эмили, алхамдулилла, сейчас мне хорошо. Хорошо. Оксана Баланюк, у меня большое хозяйство, и я тоже живу сама. Я тоже воспитала сама детей. Я вас понимаю. Да, ну что поделать. Зато воспитали, зато были накормлены. Хозяйство – это всегда еда. Это всегда достаток, по крайней мере, в любое время. Алексей Махненко, ник мужа, меня зовут Елена. Вот поэтому я просто не знала, как к вам обратиться. Обычно с ников мужей или сыновей пишут. Очень приятно, Елена. Ольга, Лейла, спасибо вам за ваши видео, очень душевные. Спасибо. Уют в доме Эмили, очень рада. Как у тебя, Эмили, дела? Мы давно разбежались, я не в курсе, как вы, что вы. Просто по влогам еще могу что-то. Так, Иркисница, Франция. Лейла, как мама себя чувствует? Ибрашка как? Все нормально, Ирина, спасибо. Ибрашка тоже учится, бегает. Маме хорошо сейчас, если честно, очень даже. Вот ей увеличили дозу таблетки от давления, и давление не скачет. Это у меня на дней 7, прям 210 давление каждое утро держалось. Врач сейчас чуть-чуть увеличил дозу, и теперь уже нормально. Наталья Исаченко, извините тоже за нескромный вопрос. А если у вас будет невестка русская или, например, украинка, вы будете против? Моська, где наш? Моська, вон, на диване дрыхнет. Так, сейчас я отвечу и насчет невестки. А где вы живете, город? Ну, я живу в селе. Город, который рядом с нашим селом, это Назрань, а село называется Кантышево. Мариям Евло. Так, ну, тут я уже ответила. Не секрет. Танзила Индиева. Я, если честно, не против русской невестки. А тебя не спрашивают, Танзила. Спросили меня. Ирки снится Франция. Мы поменяли, видимо, ей схему. Это маме помогает. Пусть не болеет. Да, спасибо, Ира.
Так, в кадр моську, да? Спит, как проснется, а то будить нельзя. Тандила Индива, я имею в виду сыну. Своему сыну, поняла. Тандила Индива. Так, вообще, в общем. Елена Тимошенко. Айбрешке сколько лет и в каком он классе? Нет, он уже закончил школу, поступил вот недавно в колледж, на юрфак. Ему 18 лет. Жанна Ильсаева, Лейла, извините за вопрос, почему ушла невестка. Если бы я знала и могла ответить на этот вопрос просто даже для себя, вы знаете, я бы успокоилась. Я не могу понять этого. Она уже год как ушла, прожила только 2 месяца с нами, но я не поняла, почему и как она ушла. Я просто не поняла эту девочку. Так, Марцанюк Оксана, добрый вечер. Ваши манты покорили меня. Ибрашка, ноутбук разряжен. Ваши манты покорили меня, жду выходных, я обязательно приготовлю. И девочкам на работе ролик тоже показала. Теперь все хотят научиться так лепить. Спасибо вам. Вам тоже спасибо. Алена, Ибрахим, я так понимаю, тещи не ходят к детям, а детья ходят к вам, хоть по праздникам. Да, ну, в принципе, почему? Тещи тоже ездят к ним. Ну, я ж в моем ролике как-то объясняла, но, может быть, вы не смотрели. Я тоже могу поехать к своим дочерям, если я хочу. Мне это не так уж прям вот, что нельзя. Ездит и на праздники, и на, например, проведать больного, если они живут со свекрами, со свекровью. Да, по-моему, я не поняла, короче, Ибрашка. Ну, а если они живут отдельно, в принципе, они могут пойти, но просто они не видятся с детьми. Взять может или выйти куда-то, или в другой комнате быть, просто чтобы они не виделись. Ну, а когда, если они живут со свекрами и свекровью, то уже так, просто так, чтобы пойти, обычно, ну, не ходим в гости к ним. Если там позовут на маулид, на какое-то мероприятие, как я сказала, или если там у них, например, сватовство какое-то было, там, ну, в смысле помолвка, поздравить с помолвкой, поздравить там с рождением ребенка, мы можем пойти именно к дочери, к своим сватьям. Вот в таком плане мы можем туда пойти. Зять тоже может в любое время приехать и со своей женой, и без нее может приехать, если тут, например, есть же у меня, например, даже просто сыновья, если даже девочки не дома, он может прийти, посидеть со своими, как получается, братьями своей жены, поговорить, пообщаться, и в этом плане. А если дома девочка, так тем более они приходят и могут в любое время прийти, она им может обслужить, и вот в таком плане. Так, категорические запреты, чтобы к ним пойти, или они к нам пришли, такого просто нет. Так, всем доброго уюта, все хорошо, это хорошо. Алхамдулиллах, выживаю 3 дня без света. Да, я видела, что у вас там света нет. Так, Чечня, Лейла, ты молодец, смотрю твои видео, очень много полезного, спасибо. Лёка, я правильно читаю Лёка или Лека? Лейла, а у вас какая профессия была? Домохозяйка. Тандила Индиева, немецкий просто слишком хорошо было. Иркисница Франция, 91 человек в эфире, а всего 47 лайков. Ой, я даже не посмотрела. Нажали на пальчик вверх, друзья. Спасибо, Ира. Тандила Индиева, хорошо, что они не видятся, эти детья. Мой самый любимый обычай. Али Арцханов, здравствуйте. Добрый вечер, Али. Так, Али, тот человек, который делает вот эти вот прекрасные башни. Так, Оксана Баланюк, вам здоровья и всего хорошего в вашей семье. Не переживайте, все будет хорошо. Я горжусь вами, Оксана. Я надеюсь, что у нас будет хорошо. Алхамдулилlah, в принципе, у нас и неплохо. Могло быть и хуже. Лёка, знаете, было очень неожиданно видеть блогершу и ингушку в то же время. Очень приятно. Спасибо. Так, ваша бывшая невестка не оценила вас. Молодость, глупость. Ну, скорее всего. Я так и сказала, что просто по глупости. Во-первых, пусть будет не обидно ее матери. Была глупость и дочери, и матери. Двоих сразу. Мама, ты же училась. А то, что я училась, это бесполезно. Я же не работала и не доучилась до конца это дело.
Так, ну, в школе отличницей была. О, уют в доме Эмили. Башни действительно шедевр. Да, мне очень нравятся эти башни. Скажи, на кого училась? Училась на бухгалтера. Так, отвечу на вопрос. Так, Елена Тимошенко, и очень интересно узнать про ингушей. Вот как раз и это тоже в тему, но не знаю, будет ли смотреть это моя подписчица, я точно не знаю, но я все равно, и, наверное, в влоге как-то скажу, но и сейчас скажу. А, меня спрашивали, как я решилась выйти в YouTube. Жанна Ильса говорила, вы очень хорошо разговариваете на русском. Чечня, Бельгия тебя смотрит, Лейла. Я ингушка, живу в Бельгии. После просмотра твоей передачи чувствую себя, как будто побыла дома. Спасибо. Дело в том, что я вот недавно, буквально полгода назад, только начала смотреть семейные влоги. Я никогда их не смотрела, не интересовалась. Но как-то мне в ленту попалось несколько роликов, и я как-то заинтересовалась один за другим. Обычно я в YouTube искала в YouTube только то, что мне нужно. Там, если там по хозяйству там скот или птица, или по огородам, или что-то мне надо приготовить. А тут вот выскочили несколько влогов именно семейных. Я их начала смотреть, и получилось так, что мне попались именно чеченские девочки. Во-первых, потом попались, ну, тоже, считайте, чеченские девочки, Хадижа с Кисой, две сестры. Они хоть и не чеченки, но одна замужем за чеченца, а вторая приняла ислам и живет тоже в Аргуне. В принципе, все мои подписчики ее знают, потому что в основном многие подписчики у меня от них. И просто их смотрела, и чисто мне понравилось. Думаю, ну, мне, в принципе, есть что и показать, и сказать. И, если честно, то, что нет блогеров ингушей, тоже меня как-то зацепило. Думаю, может быть, я тоже как-то открою канал, покажу, что, ну, немного расскажу о ингушах. Мы чуть-чуть другие, поэтому хотелось именно поэтому тоже показать Ингушетию как-то, и просто Ингушетию, и наши обычаи, и жизнь и ингушской обычной семьи. Вот так и решилась. Может быть, я ответила на вопрос той женщины, которая меня спрашивала, как вы решились выйти в YouTube, и были против ли того, что я вышла. Вы знаете, я, конечно, первое время очень боялась того, что меня могут ингуши не понять, и что мне могут что-то сказать. Но, алхамдулилла, мне никто ничего против не сказал. И мне это было приятно. Просто даже наоборот были все, ну, кто со мной общался, рады этому. Так, уют. А сколько лет вашей кошке? 7 лет, по-моему. Уют в доме Эмили. 8? Мне Брашка говорит 8, значит 8. Уют в доме Эмили. Ингуши очень сплоченный народ. Ну да. Так, 3А. Салам, Лейла. Моська. А вот и Моська. Он у нас тут подрался, конечно, видите, весь в болячках. Вы замечательно. Желаю процветания, успехов вам, вашему каналу, с уважением с Дагестана. Валейкум салам вам тоже. Спасибо большое. Уют в доме Эмили, машалла. Так, Рамиля Османовна, уважаемая сестра Лейла, вы большая молодец. Спасибо вам большое. Спасибо, Рамиля. Ольга Рыженкова. Родители мужа еще живы? Нет, родителей мужа уже давно нет. Еще раньше, до смерти моего мужа они умерли. Ой, в доме Эмили. Полезный канал, конечно, рады будут. Спасибо, Эмили. Если бы были живы родители моего мужа, я была бы счастлива, если честно. Лиарсхана, спасибо за башни. Приятно, что оценили положительно, хотя это обычная работа. Спасибо вам. Нет, это не обычная работа, Али. Они всем нравятся. Тамара Хагаева, да, действительно, у тебя есть что показать. Молодец, хорошая хозяйка, хорошая семья. Успехов в вашем деле. Спасибо, Тамара. Адам, настоящий мужчина, кот ваш. Да, он тут у нас территорию охраняет свою.
Танзила и Индиева. Али, с меня реклама в Инстаграме. Так, да? Спасибо, что открыли канал. Спасибо вам тоже. Али Арцханов, Танзила, с меня башенка. Ну, напросилась Танзила на башенку. Ой, ну ложись удобно, давай. Ташина семейка. Лила, вы молодец, что не растерялись и решились на создание канала. Вы несете людям добро и тепло своей души. Я живу в холодной Сибири, но мне очень уютно и тепло в вашем канале. Успехов вам. Спасибо, Наташа, огромное. Спасибо. Если честно, сейчас будет так, что петух хвалит... Как это было? Кукушка хвалит петуха, петух кукушку. Что-то такое было, или я неправильно говорю? Сейчас будем, что мы друг друга хвалим, но мне тоже очень нравится, Наташа, твой канал. И мне тоже очень так спокойно бывает, когда я смотрю ваши ролики. Танзила Индиева, наконец-то. Танзила Индиева, мама не отдает свои. Башни, конечно. Тамара Хагаева, Лейла, покажи кота поближе. Ой, он улегся у меня. Давай его сюда. Прямо на столе улегся. Так, Катерина Алексейчук, добрый вечер вам. Добрый вечер, приятно смотреть. Всем вам хорошего, привет с Украины. Вам тоже привет. Алия Арсханова, нет, не напросилась Лейла. Не мешайте нам в рекламе. Я не мешаю. Она у меня просила мои, я ей не отдала, если честно. Так, видно его? Чуть-чуть вот так. Теперь видно? Да. Ой, он не хочет. Он не хочет сегодня что-то. Он у нас ложится только там, где он хочет. Добрый вечер, всем рада. Так, Лейла Дикаева, добрый вечер, всем рада видеть в добром здравии и так держать. Спасибо, Лейла, моя тезка. Наталья Исаченко, извиняюсь, конечно, но очень хочется услышать ответ про невесток другой национальности. Танзила Индиева, Али, супер, да, получается. Вы знаете, честно скажу, я, в принципе, не хочу невестку другой нации, я не буду врать. Но если она нужна моим сыновьям, их это устраивает, меня это тоже устроит. Пожалуйста. Против не буду. Но у нас, в принципе, не... хочется, как у всех, чтобы было. Раз мы этой нации, то чтобы они были этой же нации. А так, по большому счету, сейчас уже и смысла нет никакого отказывать, запрещать или еще что-то. Лишь бы это была хороший человек, по большому счету. А так, чтобы желать невестку другой нации, я не хочу. А если будет, то пусть будет, я не буду против. Это мой честный ответ. Не знаю, изменит ли мое мнение обо мне у вас. Так. Алия Арцханова. И правильно, что не отдала. У нее зато будет свеженькая. Танзила Индиева, Моська не любит камеру. Нет, он обычно позирует, но сегодня что-то недоволен он. Жанна Елисаева, такой хороший, жирненький. Амина. Лейла, ты, кажется, очень похудела. Если бы я очень похудела, было бы приятно. Нет, похудела чуть-чуть, но не очень. Так, Лёка, сидите в Телеграме. Да. Тамара Хагаева. Машева, красавец, кот, люблю животных. Машева, наверное, да. Танзила Индиева. Так нечестно, у нее много их. Башенок. Там 2 башенки, мне нужно в подарок. Ты не напрашивайся, ты прямо захотела, наверное, много башенок. Одной тебе хватит. Али Арсханов, разберемся. Так, да, он у нас как член семьи. И каждому свое, как говорится, своя рубаха ближе к телу. Вы знаете, дело в том, что не то, что там ближе к телу, я как поняла про невесток, просто девочкам с другой нации очень сложно даже с нами, в принципе, и привыкать, и свыкаться со всем этим. Даже в этом плане очень сложно. Для них даже сложно, не то, что для нас. Так, Али может вас на чай пригласить. Если Танзила позовет, придет, наверное. Я приглашала на чай, Али не согласился. Так, Мария Сутырина, Лейла, у нас в селе в пятницу хлеб бесплатно дают в магазине. Без разницы, кто ты по нации, а у вас так делают? Да, у нас тоже.
У нас даже если у нас сосед русский, ну, например, через, ну, рядом русский, потом дальше идут мусульмане, ну, в смысле не русский, а не мусульманин, то у нас мы не можем пройти через него, не дать вот четверг, мы обычно даем милостыню, садаку, мы не имеем права пройти через него. Мы а, человеку другой веры тоже должны отдать садаку. Так что и в магазинах хлеб у нас тоже дают бесплатно. Но это оплачивают люди, которые хотят оплатить за него. И тоже хлеб всем бесплатно. Не спрашивается ни национальность, ничего. Быстро, вкусно от Хадижи. Светик Хел Халила Дукяхел, тоже блогерша наша, причем ингушка. Зайдите и к ней на канал. Быстро, быстро, вкусно от Хадижи. Готовит вкусно и красиво. Так, Тамара Хакаева. Лейла, правильно говоришь про невесту другой нации. Девушки, не рвитесь замуж за войнахов. Менталитет разный. Замужем за войнахами тяжело, и не всякое все это примет. Да, это очень сложно, девчонки. Действительно, если просто они не уедут и не будут жить отдельно, то им бывает сложно. Так, у нас в Черемене тоже дают. Ну, Чермен, чтобы было понятно, это Осетия. Так, нет, Танзила, спасибо. Вот, видишь, Али и тебе отказал. И Ам согласна, другой менталитет. Лейла Дикаева, Танзила Индива. Али, что так быстро нет? Али Арсханов, у вас в Чермене тоже ингуши живут. Ну, там практически ингуши живут. Али, ты что притворяешься? Ты же сам оттуда, говорил родом. Асия Аушева, привет из Казахстана, добрый вечер, Лила. Впервые на вашем канале, очень рада видеть вас. Как будто побывала в гостях у моих родственников. Ася, у вас же уже поздно, добрый вечер тебе. Я знаю, что с Казахстаном у нас большая разница. Али Арцханов, я на ремонте. Так, быстро, вкусно от Хадижи, спасибо, Лейла. Моя Мария Кернер, приветствую вас, Лейла. Совершенно с вами согласна насчет невестки. Ну хорошо, а то я боялась, что вы измените мнение обо мне. Так. Наталья Полякова, привет из Тамбова. Недавно на вашем канале, но нравитесь вы мне безумно. Спасибо, Наталья. Но если честно, честно, не лукавля, если моим сыновьям, я еще не знаю, что они будут делать, их трое, и время покажет, но если они, пусть это будет некрасиво звучать с моей стороны, именно по ингушскому менталитету, если они влюбятся и захотят жениться и женятся, я не против. Это их жизнь, пусть делают со своей жизнью, что хотят. Мария Кермер, так, это я уже прочитала. Так. Али Арцханов, теперь Лила меня спалила, Танзила. Так, Али Арцханов, спасибо, Лила, за канал, спасибо за все. Спасибо тебе тоже, Али. Что ты хочешь? Так, Жанна Илисаева, я тоже согласна насчет невестки. Спасибо, девочки, что поддержали меня. Так. Лариса. Ну, Лариса. Я фамилию не смогу прочитать. Я, дальше написано. Али Арцханов, правда. Наталья Полякова, вы не против, но девушкам будет очень трудно, у вас свои традиции. Да, я и говорю, что действительно другим национальностям очень трудно с нашими обычаями привыкнуть. Привыкают, конечно, но сложно. Так, Чечня. У меня сноха Балкарка вначале была не против ради сына, но она поменяла весь расклад моей жизни. Очень жалею. Дети разговаривают на русском языке, никаких обычаев не соблюдает, не идите на поводу сыновей. Ну, не знаю. Танзила Индива, наши все в восторге от ваших работ. Так, Танзила, по-моему,
Алия отвечает. Нас 5. Чего нас 5? Сколько у вас детей? Я пропустила 5. Детей 5. Просто какая бы она была, ни была невестка русская, балкарка, кабардинка, ингушка, кто бы она ни была, вы знаете, расклад жизни может поменять любая, если даже она нашей нации. В действительности, если невестка вошла в дом, у нас есть такая поговорка у ингушей, свои обычаи нужно оставлять дома и принять обычаи этого дома. Это без разницы, какой она нации. Но наши девочки, в принципе, много и таких ингушек, которые хотят расклад в твоем доме делать по-своему и бывают против того, что им перечит все, что говорит там свекровь, что она делает. И почему-то хотят зайти в твой дом и буквально в течение там нескольких дней изменить твою жизнь. Не хотят подстраиваться под ту жизнь, в которую ты пришла, почему-то приходится подстраиваться под них, которые только зашли в твой дом. И бывает такое. Большое счастье, если попадется невестка, которая тебя поймет и уже потом просто будет членом твоей семьи. Это большое счастье, я об этом только мечтаю, чтобы просто зашла в мой дом мой человек. Вот она моя. Вот она понимает все. Вот она пришла не просто так в чужой дом, а пришла в свой дом. Вот если бы такая попалась невестка, я бы была счастлива. Наталья Полякова, ваши девочки воспитывают тебя в вашей культуре. Я не поняла. Знаете, что вы свое отслужили, невестка начинает все с нуля. Тандила, вам везет с такой мамой, пусть Аллах продлит вашей жизни. Али Арцханов, спасибо, Али. Наталья Исаченко, спасибо большое за честные ответы. А почему вы не показываете сыновей? Я бы с удовольствием, просто они не хотят. Алена Тикаева, мудрые слова. Амина, а вы только ингушку хотите? Чеченка тоже получается другой нации? Нет, нет, чеченку можно. Чеченка более-менее, по крайней мере, понимает наши обычаи, не то, что более-менее, вы меня извините, конечно, практически одинаковые у нас все, практически. Ну, просто у чеченцев чуть-чуть легче. Против чеченки я не... В принципе, я и не против никакой, по большому счету. Но просто будет удобнее и ей, и нам, если она будет нашей нацией. Так. Да, есть такая поговорка. У нас, Нина Сигачева, у нас тоже есть поговорка. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Наталья Полякова, вы все правильно делаете. Порядочная женщина, и это видно. Быстро, вкусно отходи же. Самое главное, что девушка была простая, которая хочет учиться. Если она с улыбкой будет встречать и провожать гостей, будет гостеприимной, все строится на доброте. Да, по большому счету больше ничего не надо. Оксана Баланюк, чтобы человек был хороший, да. Фатима, ассаламу алейкум, Лела. Я живу за пределами Ингушетии и с удовольствием смотрю вас. Дай Аллах вам удачи. Али Арцханов, Лейла, пусть вам в дом приведут сыновья самых лучших, замечательных невесток. Спасибо. Алина, правильно. Еще, знаете, дело в том, что все-таки Алина Амин, Чечня, за спиной сына, а он ее защищает, а мне приходится уступить, чтобы не потерять сына. Это тоже. Вы знаете, то, что вы говорите, бывает даже, когда вот своей нации вы привели. Этих случаев, этих вариантов очень много. Сергей Воронин, Нижний Новгород. У вас, Лила, очень хорошие фотографии. Здоровья вам и вашей семье. Спасибо. Самооценка у тебя, Танзила.
Танзила Индива, мама, желаю тебе такую же невестку, как я. Ты думаешь, ты прям такая хорошая невестка? Это твою Миарна надо спросить. Так, здравствуйте, Лила. Не успела к началу, но пересмотрю обязательно потом. У вас очень интересное видео, особенно те, где вы готовите. Хочется к вам подсесть и смотреть, очень уютно и по-домашнему. Спасибо большое. От всего сердца желаю и да? От всего сердца желаю вам, Лейла, чтобы у ваших сыновей были жены, которые вам заменили бы дочерей. Я этого очень хочу. Али Арсханов, Амин, Танзила Индива, Ага, Ася Аушева, Лейла, я рада за вас, что есть ингушский блогер женщина. Очень интересно ведете свой блог. Смотреть и слушать приятно. Где вы живете, если не секрет? Не секрет, я живу в Кантышево. Танзила Индиева, моя Миарнан всегда желает тебе. Ну тогда хорошо. Ольга Рыженкова, сколько лет вашим сыновьям? Моему старшему сыну 30, а второму исполнится 27. Какой 30? Скоро 30. Ибрашке 18. 32. Елена Левда, привет. Далеко, что ли, далеко? Севера первый раз попала на прямой... с далекого севера первый раз попала на прямой эфир. Канал смотрю с самого начала. Ой, спасибо, Елена, тогда. Так, Лила Дакаева, ставим лайки. Старшему 32. Разве? Старшему 31. 31 получается. Я чуть ошиблась. Ибрашку надо, Алия сказала, Ибрашку надо женить скорее. А вы знаете, Ибрашка, по идее, хоть сегодня согласен у нас. 89-го у тебя брат Танзила. Алия Арсханов, а то ему скучно. Наталья Полякова, и старшему, и второму пора. Да, ой, третьему, в принципе, пора, конечно. Так. Чечня. Она вошла в дом с свекрухой, а я сноха. Это бывает, бывает. Никогда не думала, что у меня такое будет. Да, это бывает. Жанна Лисаева, Лила, а если невестка захочет жить отдельно, пускай живут, я только рада. Галина Шишова, здравствуйте, Лила, у вас будут хорошие невестки, потому что вы пример во всем. Им будет у кого поучиться, вы очень мудрая женщина. Чечня, дочь Лили. У меня подруга очень хорошая, ее тоже зовут Лила, и она из вашего села. Это хорошо. Ницца, Франция. Прошу прощения, пришлось бежать в магазин. Позже присоединюсь. Ничего, Ирина, беги. Танзила Индиева. Ибрашке даже невестку искать не надо. Быстро, вкусно от Хадижи. Да, со свекровью ей повезет. Ведь Лейла все умеет, умная, мудрая. Если придет умная, она себе найдет хорошую помощницу. Елена Тимошенко. Ибрагим отказывается появляться в кадре. Да, не любит. Денера Седик Хелшин, Лейла, только сейчас подключилась к вам, только что посмотрела ваше видео с фотографиями. Вы очень красивая женщина, Диакаль Йольхар, и еще у вас очень красивые дочери. Спасибо вам большое. Спасибо. Не знаю, но не угодила я и той снохе, не знаю, что будет потом. Хотя в то время могут еще подумать, что вот большое хозяйство, то все. В то время, когда у меня женился старший сын, у меня кроме одной коровы не было ничего, даже курочки. Был моська наш и корова. И корову доила я сама. И я не знаю, что ей помешало, честно, друзья, я не знаю. Видимо, ей не понравился, считайте, муж. Только если это. Но разговоров было очень много. Просто если я сейчас начну рассказывать, мой второй сын будет недоволен. Он не любит, чтобы я поднимала тему именно про невестку ушедшую. Ольга Рыженкова, а где живут ваши дочери? Одна живет в Осетии рядом, а младшая замужем здесь у нас в селе, но живет сейчас в Назрани. Она живет отдельно уже, с мужем. Отделилась от родителей. Танзила Инди, мама все делала сама, и нам с Мадиной говорила, что это все делает невестка. Что она очень хорошая. Быстро, вкусно от Хадижи. Фото какие красивые, прям захотелось открыть альбом.
Оксана Баланюк, вы знаете, в Украине есть такая поговорка, что свекровь должна быть глухая, немая, слепая, мы все переживаем. Алия Арцхана, вот и плохо, что слишком старалась не хвалить. Не знаю, была и немая, и слепая, и глухая, но этот номер у меня с ней не прошел. И знаете, меня начали очень потом осуждать, говорить, что вот ты же говорила, что она хорошая. И так получилось, что, друзья, я всем говорила, что невестка прекрасная, что все делает, все. А потом бац, и она ушла, и получилось так, что я даже была не, ну, виновата в том, что если она была такая хорошая, значит, ты была плохая. Типа такого, ну, много было потом разборок, разговоров. Но вы знаете, осуждать кого-то легко. Чужую семью тоже не понять, потемки, чужая семья. И мне тогда было очень обидно, когда были разговоры за нашими спинами, потому что происходило в моей семье, практически никто не знает, но разговоров было много. Ну, просто так распорядился Аллах. У них, наверное, так было написано, что они должны жениться, и они должны через 2 месяца развестись. И, по-моему, это все-таки не в наших силах. Ну, не знаю, Аллах и ей судья, и нам судья. Там разберемся. Так. Сергей Воронин. Лила, вы очень хорошо говорите по-русски, а ваши дети? Вы учились? Мои дети тоже неплохо говорят. На русском хорошо говорят. Я училась, но не доучилась. Алия Арцхан, надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Я тоже очень надеюсь. Так, Ольга Рыженкова, они не общаются, детей нет? Нет, она только 2 месяца пожила. Нет, не общаются, она уже вышла замуж. Пусть живет. Да, она действительно была не нашим человеком. Это я почувствовала прямо даже в первый день. Я поняла, что она, ну, как-то, я не знаю, то сердцем как-то, что это не мой человек, потому что вот сказать, что было, я не смогла. Но вот было что-то отталкивающее. Не поняла она своего счастья, когда повзрослеет, станет намного умнее, она поймет. Я желаю счастья вашим детям. Спасибо большое. Так, и Амлила, спокойной ночи, у нас глубокая ночь, было очень приятно. Было очень приятно с вами. Спасибо большое, мне тоже было приятно, что были вы со мной в эфире. Спасибо всем, кто смотрит меня и кто и лайкает, и комментирует, и если даже и не комментирует, спасибо вам всем. Так, Лейла, Жанна Ильсаева, Лейла, невестка должна доить корову, смотреть за птицей? Ну, в таком плане, что именно должна, нет. Если хочет, она может доить. Но вот в наши времена, конечно, мы обязательно доили коров. Но я скажу вам, я как-то еще рассказывала, тоже от свекрови тоже, конечно, много чего зависит. Я в жизни не дам невестке доить корову. Вот у меня это всегда было. Если я уже, пока я буду держать корову, пока я могу ее сама за ней смотреть. Если ей надо будет смотреть невестке, то если она захочет смотреть, если ей нужно хозяйство, пусть держит. Но если она не хочет, я его уберу просто. Еще давно-давно это такое у меня мнение. Вот, когда я вышла замуж, у меня корову доила, у нас даже 2-3 коровы было. Коров доила моя свекровь, а выгонять ходила я перед соседями. И вот было так, что вот получалось, что я, молодая невеста, так рано встает, прям быстро корову доит. Это тоже была мудрость моей свекрови. Так. Наталья Полякова. Не надо никому ничего объяснять. Понятно, что это обидно. У нас такая ситуация была у брата, поэтому я вас понимаю. Да. Чечня. Аллах избавил вас от нее, потому что не стоило такого места. В принципе, вот эти слова мне очень многие говорили. Тандила Индиева. Я нашей невестке завидовала белой зависть, особенно когда мама с такой любовью ей все покупала. Я приходила домой, плакала, до того завидовала ей. Это пишет моя дочь. Честно, я просто была в шоке от нашей невестки. Все условия, какие она хочет, были созданы. Ну, не сказать, чтобы прям такие все условия, но условия были. Оксана Баланюк, вы просто умная, очень хорошая, и я вас очень люблю. Спасибо вам за все. Спасибо, Оксана. Так,
Тандила Индива, Чечня, вы верно сказали. Быстро, вкусно от Хадижи. Кто горечь не попробовал, тот вкус меда не поймет. Да. Так, Валентина Сирина. Лейла, привет. И всем, кто в чате. Добрый вечер, Валентина. Много смотреть не могу, так как нахожусь в санатории, после операции восстанавливаюсь. Ой, здоровья вам. Поправляйтесь. Ничего страшного, что вы не можете. Я имею в виду, ничего страшного, что вы не можете с нами быть много. Поправляйтесь. Здоровья вам. Всех благ. Так, вот поэтому она и попутала, Алиарсханов пишет. Наталья Саченко, вы супер, спасибо. Чечня, Лейла, спасибо большое за такие передачи, очень приятно с вами делиться. По тебе видно, какой ты человек. Спасибо, Чечня. Так, Чечня, Дойчланд, Танзила, Индия, Дик, Мяу, Хол наглеют некоторые. Сабрина Магаева, добрый вечер всем. Добрый вечер, Сабрина. Так, Чечня, Дойчланд, некоторые все терпят и таких, к сожалению, не ценят. Вот именно. Али Арсканов, добрый вечер. Так, Алексей Махненко, значит, она не ваша, будет 100 раз лучше и полюбит вас как маму. Быстро, вкусно от Хадижи. Лейла, спокойной ночи, Хадижа. Спасибо, что зашла ко мне. Так, Татьяна Ястребцева, добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна. Адам. Вина сына то, что его жена не уважает его родных. Это точно. Гуляра Алиева, привет из Алматы. Гуляра, доброй ночи. У вас там глубокая ночь. Я вам благодарна. Валентина, спасибо за поддержку. Буду дома, больше пообщаемся. Ставим лайки, не забываем. Спасибо, Валентина, огромное. Желаю вам действительно здоровья, еще раз здоровья. Рамиля Османова, Аллах заменит ее более лучшей для вас. Я надеюсь. Али Арсханов, иншаллах. Я очень на это надеюсь. Но вы знаете, все-таки большое счастье, когда человек, который вошел к тебе в дом, тебя понимает. Но есть очень много людей, которые не понимают того счастья, что к ним попала хорошая невестка. И такие есть. И вы знаете, такие девочки много чего терпят очень много. И терпят плохое отношение родителей мужа, и плохое отношение того же мужа, и заловок, и все, и терпят того, что у них много чего не хватает, много чего нет. Но их почему-то родители мужа не понимают. Вот такое тоже есть. Не знаю. Так, Алиарсханове нужно как можно скорее. Алиарсханов дал эту бахту для Алиарсхана. Спасибо. Дело Индии совершенно верно. Многие терпят и не жалуются. Так, Русланбек Исаков. Добрый вечер. Приятно вас слушать и видеть. Я Галина с Дагестана. Пишу первый раз, но давно вас смотрю. Дай Аллах вам здоровья. Спасибо. Спасибо, Галина. Ларис, не переживайте, Лила, невестки. У нас, говорят, баба с возу кобыли легче будет, и на вашей улице праздник. Я надеюсь. Сейчас уже все, конечно, но в первое время это был шок для меня, если честно. Меня это очень тогда огорчало. Сейчас я уже смирилась, забыла. И действительно, мне кажется, это к лучшему, что она ушла. Так. Зинура Хусаинова. Добрый вечер, Лейла. Привет вам из Астаны. Вы мне очень нравитесь. Мы с вами одинокой судьбы. Я тоже такие же операции перенесла, как и вы. Добрый вечер, доброй ночи, вернее. Если вы с Астаны, то у вас, конечно, уже ночь глубокая получается. И здоровья вам, если вы перенесли такие операции, тем более. Здоровья, еще раз здоровья. Гуляра
Сейчас смотрела женский блог, дочь вышла ее эфир. Так жалко эту женщину, пусть земля ей будет пухом. Да, я тоже с ней сегодня общалась. Я тоже смотрела Зухру раньше. Тоже немножко сегодня поговорила с ее дочерью, расплакалась. Надо девочку поддержать. Елена Тимошенко. В каждой избушке свои погремушки, у нас так говорят, да. Али Арсхан говорила, покупай еще одну корову и новую невестку ищи. Али, ты думаешь, она будет доить, что ли? Нет, я невеста принципиально не буду подпускать корову. Это 100%. Нина Сигачева, у вас старший сын был женат, теперь средний может жениться или все равно будет ждать старшего? Может жениться старший, но средний отказался. Родственники все настаивали, чтобы женился средний, но не соглашается, пока не женится старший. Так, Танзила Индиева. Али, ты хочешь, чтобы невестка сбежала? Ты хочешь, чтобы невестка сбежала, если корову купить? Да нет, невестке не надо бежать, корову я доить не дам невестке. Я сегодня общалась с одной девчонкой. Так, Саглара, да? Доброй ночи, ты самая лучшая, самая добрая и честная. Спасибо большое. Ну, если она хочет, то пускай, конечно. У меня, например, свое маленькое хозяйство, я люблю это. И корова у тебя, да, я поняла. Так, Татьяна Ястребцова, не переживайте так сильно, все, что не делайте, все к лучшему. Желаю вашему сыну достойную жену. Так, Танзила Едиева, у меня корова, козы, утки, гуси, и все есть. Адам, корова, куры, это зов души. Да, это по желанию. Если она хочет, конечно, я не буду там ей препятствовать, но и не то, что насильно, в принципе, я не хочу, чтобы она возилась с хозяйством. Но я имею в виду невестка. Так, Там спрашивают, Али, сын ваш? Кто? Али, кто сын ваш? Спрашивают. А что, где я пропустила? Нет, Али не мой сын. Так, Али Арцханов, да дело, если из-за коровы она сбежит с катертью дорожкой. Али у нас такой ремесленник, который делает вот такие вот башенки, которые он мне подарил, и он их продает, еще делает и продает. Так, Али Арцханов, да делает так, если из-за коровы она сбежит с катертью дорожкой. Данера, машаллах, вы такая молодец, Танзила. У вас очень хорошее воспитание. Танзила и Дива. Али сейчас молодые не любят. Некоторые им нравятся, конечно. Чечня, дочь Латна. Я мечтаю о своем доме, чтобы хозяйство было и огород. Али Арсхан, к счастью, Лила, я не ее сын. Танзила и Дива. Воспитание от мамы. Нурия, привет с Оренбурга. Вы добрые, душевные. Я восхищаюсь вами. Спасибо большое. Мне, в принципе, вот если даже будет в моем доме невестка, мне от нее ничего не надо, ни по хозяйству. Даже если она не хочет готовить, я и готовку на себя беру. Лишь бы она просто прибиралась обычной уборкой в доме, и все. Там, обычное просто то, что делается дома. Постирала, погладила, прибралась, пропылесосила. Мне этого хватает. Но если даже она и этого делать не будет, мне, в принципе, все равно. Но если бы они сразу бы женились и отделились, я бы вообще была благодарна Аллаху за это. Пускай живут, лишь бы они женились, лишь бы они друг друга уважали, лишь бы у них была своя семья, был доход, они могли себя обеспечивать. Я не лукавлю, я клянусь всем, что можно, что я была бы только рада. Если даже все трое отделятся и будут жить, пока я здорова. А там, если вдруг даже я заболею, если они придут, помогут, мне и этого бы хватило. Лишь бы они жили и были счастливы. Это чисто мое вот такое желание. Так. Алексей Махненко, ты делал вас, мама золотая. Спасибо вам большое. Гуляра Алиева. Я до глубины души вас понимаю. История вашей жизни меня до глубины души затронула. Вы молодец. Посмотрела вас и стала я сильнее. Спасибо вам. Спасибо.
Тандила Индива, я даже не представляю именно свою жизнь без мамы. Я без нее, меня просто нет. Адам, прям моими словами сказали. Тандила Индива, Алексей, полностью с вами согласна. Так, Данера, не дай Аллах испытать потерю мамы. Да. Рухшона Гиосова, привет из Таджикистана, вы трудоголик. Спасибо, Рухшона. Ну, в принципе, да, это у меня в крови, я не могу просто так сидеть. Те 7 дней, которые я болела, это было что-то страшное. То, что не можешь что-то делать, а хочется и не можешь, это вообще страшно бывает. Лучше чем-то заниматься. Пускай я буду уставать, пускай что-то будет болеть от усталости, но лишь бы не сидеть. Так, каждому тяжело без мамы. Алексей Махненко. Вот моя мама очень далеко от меня. Так сложилась наша судьба, что нам пришлось уехать далеко. И вижу ее только по скайпу, а так хочется ее обнять. Так, Тандила Яндиева, Али Баркал. Да, потеря, что мам, хоть кого, это очень, очень, не знаю, нужно. Они нужны все. Я иногда, вот когда у меня бывает какая-то проблема, уже вроде бы сама взрослый человек, мне всегда кажется, если бы хоть у меня и мама со мной, но как-то, вы знаете, когда был отец мой жив, это вообще была огромная поддержка для меня. И сразу как-то, когда что-то такое случается, думаю, был бы отец, который бы мне посоветовал, какое было бы счастье, просто совет. Потому что мой отец был очень умным человеком, всегда давал отдельные советы. Но что поделать, с нами их нет. Я надеюсь, мы все встретимся в раю с нашими родными. Гуляра Алиева, я тоже болею сахарным диабетом. Здоровья вам. Надо себя все-таки поддерживать тоже. У меня у сестры сахарный диабет. Так, Данера, Алексей, неужели нет никакой возможности увидеться с ней вживую? Рамиля Османовна, мне очень нравится, как вы отзываетесь о бывшей сбежавшей невестке. Человека можно узнать потому, как он говорит в отсутствии другого. Пусть она и виновата перед вами, но вы не опустились до того. Ну, я же говорю, Аллах есть судья, я не знаю. Так, Тандила Едима, потерять родителей это сложно. Мне, например, и отца не хватает, хотя мама заменила и не дала даже подумать. Алексей Махненко, есть, но война разделяет Россию и Украину. Тандила Едима, что было бы, если бы был папа? Так. Рамиля Османов, чтобы говорить гадости за ее спиной. Дай Аллах счастья вашей семье. Спасибо. Данера, очень жаль. Так. Чечня, Дойчланд. Я не видела свою маму 5 лет и очень скучаю. А вы не представляете, как скучает мама по вам, потому что я это знаю. Моя мама очень скучает. Все, правильно. А? Смотрите. Извините. На все воля Аллаха, Алиарсхана. Елена Алакаева. Перемелится и мука будет, а у ваших детей все будет хорошо. Да. Спасибо. Саглара. Движение — это сила. Сегодня папе сделали операцию, он в реанимации, инсульт. Я верю, все будет хорошо. Мы надеемся, что у него будет все хорошо. Здоровья ему. Здоровья, еще раз здоровья. Адам, у меня сыновья маленькие, но если когда-нибудь мне суждено увидеть невестку, мне от нее нужно только уважение. А остальное пусть сын решает. То, что его не устраивает, я вмешиваться не буду. Ну, это тоже правильно. Так, Данера мама — это главный человек в жизни каждого, да. Лейла Дикаева. С испокон веков люди спасались подсобным хозяйством. Сегодня оно очень актуально, но не все хотят трудиться, к сожалению. Лейла, ты трудоголик и умница. Спасибо, Лейла. Так, Тандила Индиева, Данера, верно. Гуляра Алиева. Сообщение удалила.
Рамиля Усмановна, я надеюсь, вы поняли, что это было продолжение предложения, что вы не опустились до того, чтобы говорить гадости за ее спиной. Да, да, я поняла. Алина Магомадова, какая вы хорошая, Лейла, всем бы такую свекровь. Спасибо. Сергей Воронин, Лейла, а сколько лет вашей маме, да? Я опять, по-моему, пропала с эфира. Все нормально. YouTube не Ой, компьютер не показывает. Моей маме 87 лет. Исполнилось в ноябре. Но, правда, в этом году как-то не получилось у нас праздновать. Хотели отпраздновать, когда дочки соберутся, приедут. Но пока младшенькая еще боится, хоть и сказали, что у нас не было ковида, но младшая дочь пока боится сюда ехать с ребенком, и она еще в интересном положении, поэтому боится к нам ехать пока. Так, Наталья Полякова. Лила, счастья вам и вашим детям. Очень хочу быть такой свекровью, как вы. Стараюсь уже 4 года. В принципе, в действительности, по-моему, хоть я и не была свекровью мало, не могу ничего такого советовать. Но по большому счету это большая работа и свекрови, и невестки, чтобы было все хорошо. У меня моя свекровь была очень мудрой женщиной. Я это сейчас понимаю. Конечно, в молодости этого не поймешь. Я много чего передумала о своей жизни и много бы чего изменила именно отношение к родителям мужа, ко всем разным этим ситуациям, но жалко, что это нельзя вернуть. И просто я сейчас это говорю даже молодежи, больше для молодежи, потому что в данный момент тебе кажется, что это только так, что это никогда не закончится, что это сложно, что тебе хочется там полежать, хочется что-то сделать по-своему. Вы знаете, насколько быстро жизнь проходит, и насколько ты потом понимаешь, что ты ничего не можешь с этой жизнью сделать и исправить, что многое можно все-таки потерпеть и перетерпеть, и можно было перетерпеть, но уже поздно. Поэтому молодые девочки, если кто-то меня смотрит, ну, особенно нацменки русским, конечно, это не очень-то как-то подходит, потому что, в принципе, они живут уже сразу отдельно. У нас наши живут в основном, в большинстве случаев, с родителями мужа, и поэтому, конечно, я понимаю, молодым сложно, молодым трудно, они устают, они не хотят, у них свое, и подстраиваться не хотят, особенно сейчас, когда уже более цивилизованные, более современные, более начитанные все хотят все делать по-своему, но все-таки я хочу вам сказать, друзья, что молодым все-таки нужно немножечко уступить старше. Потом вы это поймете, сейчас не поймете. Я просто говорю по своему опыту. Так, я что-то пропустила. Лейла, счастья вам и вашим детям. Очень хочу, вот так это я прочитала. Сколько у вас внуков? Сколько у вас внуков? Внуков у меня очень мало пока. И сколько сейчас принято иметь детей в молодых семьях? Много ли многодетных семей? Так, внуков у меня, у старшей дочки сын и младшей дочки только девочка пока. Детей, в принципе, много. Многодетных семей много, детей много. Гуляра, у меня 3 дочерей, я тоже хотела невестку в дом, но, увы. Да. Алина Магомадова. Лайки. Магомед Бузуртанов. Маме вашей здоровья. Спасибо большое. Рамиля Османовна. Уважаемая сестра Лила, как поживают ваши перепелочки? Все хорошо. Только вот маленькие, которые были, сын говорит, надо их зарезать, потому что практически все они там у нас мальчики оказались. Так что каждый день просит меня: ма, давай я их сегодня зарежу, ты почистишь. Я говорю: я не успеваю. И вот надо их зарезать. А так старшенькие ничего, несутся. Правда, я не закладывала яйцо, что я и не успевала.
не доходят у меня руки до них. Ну вот он приехал, не знаю, вроде бы так, у него есть какие-то наметки, он хочет, наверное, немного расширить это как предприятие, но не знаю, посмотрим, что у него там получится. Руслана Загирна, да? Вчера мне исполнилось 50 лет. Так, Руслана, поздравляю вас с вашим 50-летием. Желаю вам здоровья, 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 здоровья. И еще раз здоровья. Остальное все приложится. Счастья, успехов. Все, что вы себе пожелаете. Так, Алина Магомадова. Дай Аллах вам здоровья и долгой жизни. Спасибо большое, Алина. Танзила Индиева тут смайлики присылает. Гуляра Алиева. Моя свекровь издевалась надо мной, что мама у меня русская. И такие есть. А ты чем виноват? Извини, конечно, извините. А вы чем виноваты, что ваша мама русская? Данера Лейла, сколько вам было лет, когда вы впервые подоили корову? Не было страха, у вас сразу все получилось? Так, мне было, когда я первый раз подоила корову, где-то лет 12-13, наверное. Так получилось, что у меня мама, в принципе, больна всегда, у нее больное сердце. И у нее нет-нет, бывали такие сердечные приступы. Причем вот она отключалась долго, хоть и лечили, но эти приступы бывали. И вот первый раз, когда у нее был такой приступ, она не могла вставать, мне вот тогда вот первый раз подоила корову. Отец мне помогал, я помню. Это было первый раз, когда я подоила корову. Но так до замужества я корову тоже не доила, мама меня не пускала. Только в таких вот крайних случаях, когда или нет ее дома, или вот она была больна. Нет, я не боялась, страха не было. Я никогда не боюсь никаких животных. И тем более у меня рядом стоял отец. Так, Елена Алакаева. У меня есть невестка, и еще будет сыновья у меня. Стараюсь принять так, как хотела, чтобы меня так приняли. Это тоже правильно и мудро. Ну, в принципе, и невестку нужно понять. Она приходит в чужой дом, непонятный, ей все непонятно, ее тоже надо понять, конечно. Ей очень трудно, и по себе можно понять. Ты должен свыкнуться, ты, например, ну, хоть лет 19-20, сколько там жил в одном доме с одними не обычаями, но со своим укладом, со своими заморочками. У каждой семьи свое. Конечно, сразу привыкнуть и влиться это сложно, это очень сложно. Ее тоже нужно понять. Так, Нина Сигачева, Руслана, поздравляю. Мы все присоединяемся. Тантила Индива, у меня сыночек единственный. Так. Грейзи, по-моему, да? Футбол, да? Но когда же уже Ибрашка появится? Рамиля, только их здесь не хватало. Евгений Панин, а ваши дочери обе замужем? Да, мое большое вам спасибо, Марина. У нас все хорошо, мама здорова, дети здоровы. Ну, старшенькая немножко тоже простыла. Мы с Ибрагимом уже практически выздоровели. Но вот Тадзила сейчас немножко болеет, подкашливает. Уколы ей тоже ставят, делают. Но тоже сказали, ковида нет, просто простуда. Но что-то эта простуда сложная в этом году, не знаю, не пойму я ее. Так, что я пропустила? Наталья Полякова. Лейла, я уже говорила, что недавно на вашем канале, кто вы по профессии, у вас очень грамотная речь. Я уже отвечала нескольким, если честно, Наталья, я просто домохозяйка. Ну и занималась уже так, знаете, после смерти мужа занималась, арендовала землю, сажала землю, торговала, был у меня маленький магазинчик свой. Ну вот такие вот, а так, чтобы училась на бухгалтера, не доучилась. Как таковой профессии нет, получается. Надя Надеждина, Тадзила, ты такая красивая. Так, Тандила Индива, Надя, привет, спасибо вам. Адам, да, говорит очень хорошо, словарный запас огромный. Так, Руслана Загирна, спасибо. Маргарита Канугина или Калугина, привет из Москвы, пусть сыновья вам помогают, это ведь надо.
Ну, мне сыновья и помогают. Надя Надеждина и сестра красивенькая. Вообще вы все красавчики. Спасибо большое. Рамиля, теперь для комплекта вашей Вот ты маленькой... отстаешь. А? Ты очень сильно Сильно отстаешь. отстаешь. Животной семье не хватает лошадей. Об этом у нас тоже была речь. И Ибрашка очень хочет лошадь. Так, ну когда же Ибрагим появится, то нет, он не Ты появится. отстаешь очень сильно. А что мне Ты делать? обратно читаешь это все. Пролистай вниз. Она мне не работает, мышка, иди. Очень сильно отстала. Дай мышку. Отвечайте вместо меня, то дело. А мы вовсю здесь, ты нам не нужна здесь. Что? Пропала воскрешение. Ай. Я такой блогер, еще не умею обращаться с этим ноутбуком Полностью нормально. почему? Я ничего туда там не тронула. Теперь жди. Теперь читай будем тут. ждать. Ну, давай. Так, Гуляра, да, очень грамотная речь. Алиар Цханов, так как Ибрашку, ну-ка вперед. Хади Плиева, добрый день, добрый вечер. Наталья Полякова, вас очень приятно слушать, спасибо. Так, Танзила Индиева, Али ему невесту нашли. Гуля предложила невесту Ибрагиму. Ага, хорошо. Лейла Дикаева, добрый. Алиар Цханов, и правильно. Хади Плиева, удачи вам, Лейла, спасибо. Алиар Цханов, давно было так. Так, Резван Бедиев, дорогая Лила, наконец-то я попала на эфир, были гости, проводила и быстрее на эфир. Спасибо большое. Так, Резван Бедиев, как я поняла, под ником чужим, назовите себя, чтобы мне было проще обращаться, потому что тоже моя подписчица, которая постоянно меня комментирует и пишет приятные комментарии. Нина Сигачева спрашивает, папы давно нет у нас? Чего нет? Папы. Папы нет 15 лет. Гуляра Алиева спрашивает, Ибрашка хочет стать моим зятем? Не знаю, наверное. Марина Астафьева, как мы все устали от этого ковида, всем желаю здоровья, скорее бы все это закончилось. Берегите все друг друга. Ой, не говорите мне, этот ковид действительно надоел. Евгений Панин, а ваши дочери обе замужем? Да, мои дочери обе замужем. Так, может, уже закончим эфир, как вы думаете? Нет. Вера Шелупина. Лейла, привет, дорогая. У тебя манекены Кавказских башен такие красивые, да. Это у меня такой подарок, у нас такой есть, я уже повторюсь, ремесленник, который делает такие башенки. Так, Марьям Седик Хелшин, доброго вечера, очень интересный канал у вас. Спасибо, Марьям. Хади Плива, Лейла, приятно вас видеть здесь. Спасибо, Хади. Ибрагим, иди, лошади, моя слабость. Тандила Индива, я тоже хочу, чтобы этот вирус быстрее закончился. Так, Резван Бедиев, приветствую вашу семью на вашем канале. Пусть Аллах бережет вас от всех. Под ником сына я выхожу. А зовут, так, не написала. Тандила Индива, у меня тоже будет скоро такая башня, дала Эндери. Мадина, Лейла, добрый вечер, всем здоровья, добрый вечер. А зовут меня Гуля. Ага, спасибо, теперь буду знать. Очень приятно. Алексей Махненко, все уже хотят конец этого ковида, все устали от этих карантинов. Не говорите, не то, что даже от карантинов, тут устали даже от того, что постоянно идет речь об этом карантине, об этих вирусах, об этом ковиде. Магомед Бузуртанов, Лейла, вас не видно. Видно. Так, Анетта, 82, да? Машалла, очень рада, что у вас столько слушателей, что вы аж отстаете. Это говорит о том, что в мире немало добрых людей, которым интересны такие люди, как вы. Спасибо большое. Так, Света Кружевина. Прошу прощения за вопрос, если у вас женщина стала вдовой, она может снова выйти замуж? Выйти замуж может, но если у нее есть дети, обычно не выходит. Лейла Дикаева. Благородные животные, да. Тандила Индива, сейчас видно. Так, София Радара, видно, но мутно. Врашка делает изображение. Адам, вроде не пропадала картинка. У них просто качество плохое. Динара, Лейла, вы
бешбармак. Динара никогда не готовила. У меня мама готовила раньше, но я не готовила. Кушать люблю, если честно. Ну, как-то попробую. Я даже боюсь его приготовить, потому что вдруг, если я что-то не так сделаю, будут комментарии, что я и даже рисковать боюсь. Так, еще одна пишет, что мутно. У меня на компьютере тоже мутно. Гуляра Алиева. Детям вашим желаю счастья. Иврашка, изображение действительно глючит. Желаю счастья. Наша семья вся переболели ковидом в легкой форме. Ой, здоровья вам, Гуляра. Оксана Майлейла, во сколько вы утром встаете и вечером ложитесь спать? Ну, это по-разному. Сейчас уже вот, ну, в принципе, встаю по-любому на утренний намаз. Это уже идет же по тому, как рассвет. Ну, сейчас уже вот на утренний намаз встала, уже больше не ложусь. А если, ну, раньше же в 3, в 4 утра, вот когда вот в такое время сделала, помолилась и снова могу лечь. Ну, не то, что могу-то я в любое время лечь, ложусь. Ну, считайте, позже 6 обычно не встаю. Ну, иногда могу себе позволить просто полежать, потому что коров не выгоняю. Сейчас могу и до 7 полежать. Но просыпаюсь все равно рано. Теперь просто у меня YouTube. Только проснулась и иду к вам, как говорится, читать комментарии, отвечать. Так что вот так. Ложусь. Я жаворонок. Я после 10 не могу не лечь. Но иногда, когда нужно, пересиливаю себя, когда что-то делаю, конечно, ложусь и в 2, и в час. Иногда и в 4 утра могу только лечь. Бывают и такие моменты. Так что вот так вот. Ну, а вообще-то я действительно жаворонок, встаю рано, ложусь тоже рано. Так. Хава Тутаева. Тоже очень люблю лошадей. Какой приятный голос у упряжки. Тадила Индива, я бы поела бешбармак. Устаешь. Опять устаю. Остаю, да. У меня нет комментариев. Если вы можете ответить, Тадила, отвечай за меня. Так, София Сафиратара, все любят петрашку. Вера Шулупина, Лейла, у тебя на заставке фото, кто это, такие красивые. Так, это на заставке у меня, по-моему, свекр с свекрухой, да, Иврашка? Ну ты Мама, ты видела? верхний вопрос пропустила. Какой? Лела, скажите, пожалуйста, как ваши соседи и знакомые относятся к вашему блогерству? Анетта 82. Нормально. Танзила, сделайте, пожалуйста, видео, если это возможно. Очень хочу научиться, Данайра. На фотографии у меня свекр со свекрухой, муж и я. Ну, ребятишек не видно, и старшая дочка с сыном там. Так, Марина Астафьева, у вас уже больше 9 тысяч подписчиков. Дай Бог, к Новому году будет 10 тысяч. Вам искренне желаю процветания каналу. Очень нравятся все ваши рецепты. Спасибо. Спасибо большое, Марина. Гуляра Оливия, приготовьте казахский бешбармак. Не пожалеете, очень вкусно, но ваши галушки я варила, и чешские тоже вкусно. Данайра хочет видео без шпармака, чтобы мы втроем готовили. Ну, посмотрим. Постараюсь. Вера на какой... все. Вера Шулупина. Так, я ответила, что кто там. Адам, Ибра, сколько тебе лет? Ибре 18. Так, Наталья, Ибрагим, сделайте замечание всем, кто пишет капсом. Вы в роли модератора, вам это удобно. Что это значит? Комментариями? Пусть пишет, не мешает. Так. Заглавными буквами. Что? Опять что-то... Или нет сообщения? Нет сообщения. Нет, ну все тогда. У нас 4 человека. Ну, хабар тоже, 160. Бешбармак. Надо пробовать. Заглавными буквами. Это неудобно. Танзила, иди, от тебя бешбармак. Ну, попробуем. Ольга Рыженкова, спокойной ночи, всем здоровья и благополучия. Спасибо, Ольга, вам тоже спокойной ночи. Наверное, мы тоже будем завершать, уже почти 2 часа сидим.
Мы уже, наверное, надоели. Надо сворачиваться вовремя. Сестра, доброй ночи всем. Доброй ночи. Говорит Лила, а кто из сыновей по обычаю должен жить с вами? Вы знаете, долгое время было так заведено, что обычно остается младший сын. Но сейчас все именно в этих вещах поменялось и живет с кем хотят жить родители просто. Людмила Гудаковская. Доброй ночи, привет из Казахстана, всего доброго вашей семье. Только что зашла на эфир. Добрый вечер, Людмила. Людмила тоже моя такая преданная подписчица, которая всегда комментирует. И комментарии очень приятные. В Казахстане сейчас вообще, конечно, за полночь, по-моему. Спасибо вам большое, что вы вышли со мной на эфир. Большое вам спасибо, Людмила. Али Арцханова, разве нам не хорошо вместе? Так, Диана, да вы не надоели. Наталья Полякова, люди, ставьте лайки, не забывайте, ведь интересно. Спасибо, Наталья. Тандила Идива, самый любимый. Ольга Рыжакова, нет, не доели, просто нужно оторваться на прием лекарств. Ну ничего. Али Арсханов, куда собираемся? Гуляр Алиева, вы не устали, чтобы давление не подскочило? Нет, я не устала. Я, наоборот, отдыхаю с вами, если честно, со всеми. Тандила Идива, Али, все собрались спать, походу, хотя рано. Вера Шулупина, спокойной ночи, дорогие, спокойной ночи, Вера. Так, Данера, не надоели. Очень нравится вас слушать и читать. Ну, спасибо тогда. Село за кадром. Здравствуйте, мне очень нравится ваш канал. Смотрю с огромным удовольствием. Процветания вашему каналу. Спасибо большое. Гуляр Алиева, Ибрашка, воды маме принеси. Али Ацханов, кого тянет ко сну, пусть ложатся. Адам, у нас время 23:30. Так, да, уже поздно. Чечня, Дойчланд. Нет, не надоели, время 19:34. Разве? Сколько у нас время вообще? 21:33. Так. Детское время еще. Людмила Будаковская. Приезжайте в гости в Казахстан, приготовим бешбармак. Спасибо, Лео, за добрые слова. Я бы с удовольствием приехала. В гостях у Сони. Приятно было в вашей компании побыть. Всем спасибо. А почему молчала, что ты в нашей компании? Друзья, это моя сноха, жена моего брата старшего, тоже блогерша. Заходите к ней в гостях у Сони. Готовит вкусно. Так, Танзила Индива, я только за. Гуляр Алиева. Ну ладно, была рада. Танзила Индива, тетя Соня, вы куда? Да, тетя Соня тут партизаном сидела и А ты что прощаешь? Ты же не здоровалась. Так. Соня не здоровалась, а прощается. Так, Лейла Дикаева, Танзила, поцелуй маму за меня. Только хотела сказать, Танзила Индия пишет, мама такие нежности не любит. У нас не заведено, что они меня целуют. Марина Астафьева, в Калининграде время 20:35. У нас сегодня прохладно, дождь. +4 днем, ночью -1. Как у вас сегодня? У нас тоже пасмурно, прохладно, но дождя нет. Вот температуру я не знаю точно, сколько у нас. Так, в гостях у Сони. Пора внучку укладывать. Я бы с удовольствием еще посидела. Уложишь? Я подожду. Так, Хади Плиева, Лейла Мичахарьеха. Если сейчас в Сумачахаре, откуда я, то сейчас я живу в Картышево. А вообще-то жила в Осетии до замужества. Гуляра Алиева, была рада поговорить. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Гуляра. Так, Татьяна, приготовьте супчик несложный. Хорошо.
Наталья Полякова. Танзила, каждая мама такие нежности любит. Танзила Идиева, Кантышева. Так, Лейла Дикаева. Тогда обними. Виолетта Васильевна, Лейла, вам крепкого здоровья и вашим детям. Спасибо, Виолетта. Танзила Идиева. Я даже не помню, когда я ее целовала. Нина Сигачева. В России очень длинный часовой пояс. Где-то ночь, а где-то вечер. Да. Руслана Загирна. Сдам в аренду мысли на одну ночь. Хочу выспаться. Да уж, Марина Мирная. Много, но не все любят писать, но смотреть вас и слушать очень приятно. Спасибо. Танзила обнять можно. Так, Татьяна, вы сами Остинка? Нет, я ингушка чистокровная. Людмила Будаковская, у нас в Казахстане 0,36, а погода минус 26. Ох, как у вас холодно. Ну, то, что поздно, я знаю, потому что я общаюсь с одной блогершей с Казахстана. Она отключается рано. Ну, рано для меня. Хади Клиева, понятно. Грейзи футбол. Танзила Идиева, тетя Соня, спокойной ночи. Хади Мама, Клиева. вы сами осетинка спрашиваете. Я ответила, что я ингушка. Приятно вас видеть здесь. Так. Crazy футбол, по-моему, Ибрагим. Ну-ка, покажись. Лейла Дикаева. Я очень сейчас жалею, что не целовала маму. Адам, когда много смс, лучше, наверное, не читать именно, а то у некоторых непонятные названия. Да, я их не всегда могу прочитать. Хади, я извиняюсь. Сояхар Бистиал Хилшин. Бистиал, спокойной ночи. Танзила Индия, просто у мамы такой характер. Нина Сигачева, детки, после эфира порадуйте маму обнимашками. Насчет обнимашек. Я действительно не люблю вот этих сюсюканий, обниманий, целований. И недавно младшая дочь, когда уходила, и щечку меня поцеловала, для меня было это тоже очень странно, и для нее странно. Она, бедненькая, не могла понять, боялась какой-то моей реакции. Я даже сама вот улыбнулась этому. Мне было смешно, что она боится, что своего поцелуя прямо испугалась. Тетя Соня с нами. Соня? Где, я не вижу. Остаюсь, дедушка уложит. Вот, все, нашла. Так, косяк у Сони, остаюсь, дедушка уложит. Это София у вас там? Если София, то дедушка точно уложит ее. Так, Танзила. Тетя Соня очень красиво и вкусно готовит. Да. Ибра рядом, вот он сидит. Без него я как без рук, я же не умею управляться этой бандурой. Просто Лейла, просто сестра Лейла, как вы считаете, за родителями в их пожилом возрасте должны смотреть только тот сын, который живет с ними со снохой, или все одинаково, если имеют возможность? Конечно, если имеют и возможность, все одинаково. Одному все-таки смотреть сложно. Если другие посмотрят, я уже даже по себе говорю, то, например, когда приходит сестра и как-то смотрит за мамой, бывает у мамы, там, даже просто, что она сидит с ней, это большая помощь для меня получается. Так что, конечно, помощь других – это очень хорошо. Просто так. Наталья, а у меня сноха, мы с ней все время обнимаем и целуем друг друга. Это очень даже приятно. Так, Танзила. Тетя Соня, как ваш день прошел, как там погода? Данера Лейла, вот если в вашей семье появится невестка, которая будет часто обнимать и целовать вас, как свою маму, как вы будете к этому относиться? Ну, нормально, наверное. Вы же знаете, с возрастом мне уже, по-моему, уже и нужны эти сюсюканья, если честно. Так, сейчас признаюсь, это дело, об этом узнаю. Уже приятно, раньше не хотела. Но если бы меня моя сноха от души бы обнимала и целовала, то мне было бы приятно. Но не для того, чтобы это просто сделать. Но если вот действительно она с желанием будет это делать, я буду только рада. Танзила Индива. Наталья, вам очень повезло. Просто сестра Баркова. Танзила Индива. Мне тоже интересно это. Адам. Лила Дикая. Вот такая беда была у нас, так как моя мать была строгая.
Наталья Полякова. Танзила, я думаю, что мне повезло. Она в наши 74 года нам хорошо. Это действительно очень вам повезло. ЛМ Лейла Ингушка из Ингушетии. Ну да, в гостях у Сони. Погода у нас холодная, сегодня шквалистый ветер, гололед. В общем, ничего хорошего. У меня Мишка гостит. Средненькая. Мадина Едива, и ты еще в эфире. Вот эти партизанки вылезают. Соня вылезла, Мадина вылезла. Смотрели, только сейчас вылезают. Мадина Едива, моя младшая дочь. Танзила Индиева, наша любимица. Ну, Танзила, конечно, в своем репертуаре. Так, Николай, Франция. Добрый вечер, Лила. Рад вас видеть. Какие красивые башенки на втором плане. Добрый вечер, Николай. Я тоже рада, хоть и не видеть вас, но знать, что вы с нами. Так, Грейзи, футбол. Ну, Ибрагим, ну покажись. Тетя Соня, как у вас там с вирусом? Мадина Едива, у меня связи не было, я мельком заходила. Так, Марина, спасибо, Лила, за стрим. Всем мира, добра, спокойной ночи, всем чату, до встречи. Спасибо большое, Марина. Огромное вам спасибо и за то, что были в эфире, и за ваши комментарии, и за ваши просмотры. Большое-большое вам спасибо. Так, Руслана Зигирна. Как хорошо жить, когда ничего не болит. Крепкого всем здоровья. Ой, не говорите. Так, Адам. Та, которая повыше, это Танзила, да. Елена Батырова, доброго вечера. Припозднилась, очень рада знакомству. Как ваши родные. Спасибо большое, Елена, добрый вечер. Все нормально, алхамдулилlah. Как у вас дела, как вы? Так, Адам Ахкильгов. Седик Хил Халила, что нового у вас? Бахайк приехал. Адам Ахкильгов, племянник моего мужа. В гостях у Сони. С вирусом все очень плохо, реально надо себя беречь. Динера, Тензила, вы же старшая дочь, верно? Да. Тензила, скорее бы этому вирусу конец. Урмеева, здравствуйте. А будет ли рассказ вашей мамы о депортации? Я очень хочу, чтобы был этот рассказ. Наверное, будет скоро, на днях. Просто у нее вот давление нормализовалось буквально 2-3 дня только. Немножко она нравится. И я попрошу ее рассказать. Я даже не говорила ей еще об этом. Так, Румия, спасибо. Но мои дети называют мою маму Йок мама, большая мама. Может, небольшая, а старшая? Ну, Йок у нас не старшая. Ну, может быть, старшая, без разницы. Танзила, вы очень красивая и бесконечно женственная. Танзила, тебе комплимент. Мама, я точно не женственная. Так. Не издевайся. И Брашка тут издевается над сестрой. Так, ну давайте будем прощаться, наверное. Танзила, подожди. Понравилось, да? Так, Николай, Франция, привет, Ибрагиму, передавайте, как у него учеба. Нормально, вроде бы. Николай, это... Ты знаешь, что Николай Брашка? Знает все. Так, Татьяна, пусть дети тоже выйдут в эфир. Не хотят. В гостях у Сони. Ты дела не скромничай. Что есть, то есть. Ибрагим Баргмагора. Женщина. Так, Людмила. Поставила лайк и иду спать. Спокойной ночи. Спасибо за эфир. Привет вашим детям. Ибрагиму. Отдельно салам. Юморист. Большое спасибо, Людмила. В такое время меня смотрели. И за остальные ваши комментарии, за ваши просмотры. Все время меня комментируете. Мне очень приятно. Огромное вам спасибо. Адам, а мой дядя маму свою иногда в шутку называет
Йохам. Ольга Рыженкова, Лейла, а дочери часто могут к вам приезжать в гости? И надолго? Так, Наталья Симонова, да? Добрый вечер, как приятно вас смотреть, вы очень милая женщина. Я с Греции, наблюдаю за вами, дай Бог вам всего самого наилучшего, самое главное здоровье, да. Лишь бы здоровье, остальное все приложится, это я уже давно понимаю. Спасибо большое, Наталья. Так, Елена Батырова, у вас очень интересные фотографии, дети прекрасные. Аишка похожа на старшую дочку в детстве, если я не ошибаюсь. Ну, наверное, что-то все-таки есть у них Ты общее. не ответила на вопрос, мы часто приезжаем. Сейчас отвечу. Милая Милина, добрый вечер. Лейла, я из Кабардино-Балкарии, очень рада видеть вас в эфире. Я опоздала? Нет, не опоздали, пока же мы еще в эфире. Только начали, нет. Мы уже 2 часа в эфире, по-моему. Уже людей слишком долго держим. Так, дочери приезжать. Ну, в принципе, они не так редко приезжают. Так, Татьяна, приготовьте салатики диетические на вечер. Вот сегодня собиралась приготовить салатик один, но не получилось. Гуляра Алиева, да, зашла, забыла лайк поставить. Вот поставила, спокойной ночи еще раз. Спасибо, Гуляра, спасибо огромное. Ну, 2 недели 1 раз по-любому они приезжают. Ну, а чаще Тадила не может, если честно, чаще приезжать. Да и не надо чаще. Ну, а младшая Мадина нет-нет, да забегает просто потому, что и родители ее мужа живут у нас здесь, и она иногда, уезжая от них или приезжая к ним, может заскочить, заехать, прийти. Ну и живет она отдельно без родителей, мужа может в любое время тоже, если она нужна, приехать. А так, в принципе, когда они мне нужны, им разрешают приходить мне, когда я болею или что-то. Так, Гуляра Алиева, да, зашла, забыла, так это я читала. Наталья Полякова, про лайки не забывайте. Так. Ольга Рыженкова, зятья и свекры не против. Ну, если были бы против, они бы не приезжали, наверное. Ну, по большому счету, конечно, они не любят часто их отпускать. Не то, что именно моих дочерей вообще. Наталья Полякова, Лейла, очень интересно с вами общаться, но пора спать, у меня режим, я встаю в 5 утра, спокойной ночи всему стриму. Спасибо большое, Наталья, спокойной ночи вам. Наталья Исаченко, рядом с вами сейчас находится сын и младшая дочь. Нет, рядом со мной сын и старшая дочь. Танзила сейчас рядом со мной. Татьяна, покажите ваше село, будет интересно, и корову, как ее зовут. Ну, корова у меня банально Маня. Покажу. Ну все, друзья, наверное, на этом мы закончим наш стрим. Ивашка, я убрала комментарий. А вот все. Нет у меня комментариев. Все появились. Не пишет просто. Все появились. Так. Молодцы, девочки, Ольга пишет, компромисс для посещения мамы. Елена Батырева, главное, не болейте, всем вам крепкого здоровья, мы тоже всем этим переболели, всей семьей победим эту заразу. Я надеюсь, что эту заразу действительно мы победим. Ай, вы тоже выздоравливаете, кто болеет. Ответь там за меня. Всем здоровья, что ты там написала? Танзила, где проживаете? Танзила живет в Осетии, есть такое село Чермен. У Танзилы есть инстаграм-страничка, откуда она принимает заказы. Так, Николай, спасибо за эфир, всего самого хорошего, главное здоровья.
Да, Николай, вам тоже спасибо большое. И вам здоровья с Ириной. И деткам вашим. Спасибо вам большое. Данера Танзила, тебя спрашиваю страничку в Инстаграме. Елена Батырова, спокойной ночи вам. Жду с нетерпением новых эфиров, хотя предыдущие не все просмотрела. Многому у вас учусь, не только рецептам. Спасибо большое, Елена. Так, Наталья, всем большое спасибо, мира вам. Всем спасибо, всем здоровья, всем счастья. Огромное вам всем спасибо за поддержку, друзья. Я вам благодарна безмерно. Ташина семейка, спасибо за эфир. Спасибо тебе, Наташа, спасибо за поддержку. Большое спасибо. Так. Чечня, дочь, спокойной ночи, праведных снов вам тоже. В гостях спокойной ночи, приятных снов, крепкого здоровья, всем всего. Так, Сонечка, тебе тоже спокойной ночи. Так, Лила Дикаева, всем добрых снов. Данера Аллах Резху, Антонзила. Так. Алина Расханова, Ибрашка, а что там с невестой это решили? Открытый вопрос остался, да? Теща сбежала. Невеста — дело времени. Нет, теща сбежала. А теща нам и не нужна. Чечня, Дойчленд, вам спасибо. Нина Сигачева, всех благ во всей вашей многочисленной семье. Главное здоровье, вам тоже всем здоровья. Милина, вы только чаще выкладываете нас, лайки, просмотры. Спасибо большое. Так, Данера Бездял, Хилшин, Дукляхил, Хавшин, Хил, Бездял, спокойной ночи. Лила Дикаева, как донаты делать? Ой, это к Ибрашке, наверное. Ибрашка, как донаты делать? Подождите секунду. Резван Бедиев. Так, Резван мне же имя писала, я не запомнила. Где вы пишете в чате сообщение, там справа иконка в виде доллара. Нажимаете туда и... Спокойной ночи вам, праведных снов вам, дорогие. Адел-то взяла как? Она мне представилась, не помню, что я забыла. Гуля. А? Гуля. А, Гуля, да. Запиши, чтобы я не забыла, у меня вообще памяти нет. Что случилось? Ничего. Это теща его будущего. Нет, это не она. Это не она. У меня очень плохая память. Ну все, спокойной ночи вам всем, друзья. Всем здоровья, праведных снов, счастья, всего, что вы сами себе желаете. И еще раз огромное вам спасибо за поддержку, и за комментарии, и за лайки, и за просмотры. Вы мне очень помогаете, друзья. Сахалшин Маснидял, Риас Хулшан. Большое вам спасибо. Везде Алхелшин.